Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас хочу поблагодарить за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такая: о чем он очень хочет поговорить, но боится. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза, так и спросите: о чем ты хочешь поговорить со мной, но боишься. Давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились, все загадали. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересный мужчина. Сразу хочу сказать, очень неплохой мужчина. Но либо запутался, либо его кто-то очень сильно запутал. У него сейчас очень много пут идет. Вот путы, энергетические путы. Ему путают руки, ему путают ноги, ему путают голову, мысли его путают. Вот. Ему очень нужна, кстати, помощь, да, чтобы выбраться из этих пут. Как будто бы он стал жертвой чего-то, как доминирование, да, кто-то вот его под себя пытается прогнуть. Если вот основной посыл передать, то этот мужчина нуждается в помощи. Он как бы кричит: помоги, помоги мне, пожалуйста, только ты можешь мне помочь, спаси меня. Вот. Но на словах он боится это сказать. Почему? Ну а как? А как? Да, взрослый, половозрелый мужчина у маленькой хрупкой девушки просит помощи. Ну как это выглядит? Смешно, правильно. Вот. И он очень этого стесняется, хотя очень нуждается в вашей помощи. Я так понимаю, что вы интуитивно чувствуете его вот этот зов. У вас очень сильная интуиция и очень развит ментал. Вы вот людей, которые вам не безразличны, которые нравятся, вы их можете читать. Вот действительно читать. Если особенно настроитесь на человека, вы можете даже почувствовать мысли этого человека. А в некоторых случаях, когда вы прям любите, вы можете даже чуть-чуть себя передать, да, свою энергетику передать, чтобы помочь человеку. Вот в данном случае вы чувствуете этого человека, вы чувствуете, что нужна помощь. Вот поэтому вы, кстати, и зашли на мою отсыпочку. Так, у кого-то отыграется, что мужчину путают дела, да, вот дела, куда-то он впутался, какие-то проблемы себе нажил, и там вот люди очень лихие, знаете, как вот паук поймал муху в свою эту сетку, в паутинку, да, и начинает ее оплетать паутиной, чтобы она уже совсем не выбралась. Вот и у него такая ситуация. Либо мужчинка ваш с другой женщиной находится, он в ее власти, она его пытается поработить, да, она пытается, знаете, как душу его стянуть на себя. Она его полностью пытается под себя, чтобы рабом ее был полностью, да, вот прям бровь подняла, он уже в стоечке, да, готов служить верой и правдой. Очень тяжело этому мужчине, очень тяжело. Но я так скажу, его судьба любит, его судьба очень любит. Поэтому вы с ним и вместе, поэтому вы его любите, поэтому вы ему будете помогать. Он просить не будет, но вы будете делать. Даже просто вот вы сейчас сидите, за него переживаете и думаете: Господи, ну помоги ему, да, пусть у него все будет хорошо. И вот даже ваш этот посыл, он очень сильный и он целебный. Вы за него просите, и ему помогут. Ему обязательно помогут. Так, тут мужчина еще хотел бы вам сказать, что был в чем-то очень неправ. Неправ, какое-то его поведение, тут он что-то вспоминает, говорит: Боже, мне так стыдно, вот как я мог. Говорит: это все моя какая-то глупая гордость, я что-то неправильно понял, я не оценил ситуацию. У кого-то мужчина, может быть, немножко даже выпивший был, да, затуманенные мозги, а у кого-то очень сильно ревновал. И он как-то прям вспылил,
Даже сам себя испугался, очень боялся, что вы после этого никогда с ним общаться не будете, что пошлете его далеко и подальше, и никогда больше с ним общаться вот не станете. Но вы добрая девушка, вы готовы дать ему еще один шанс. Он себя просто вот казнит, кусает по чуть-чуть, да, ест сам себя за то, что он так с вами поступил. У кого, кстати, мужчина периодически вот такая ситуация повторяется, когда он вас обижает, девочки, но он не виноват, либо виноват частично. Там, скорее всего, какая-то карма у него идет, и он как будто бы повторяет чью-то судьбу. Там мужчина был несчастливый, может быть отец, может быть дедушка, прадедушка, там, прапрадедушка. И он как бы повторяет, там очень сильная, кстати, привязка вот по судьбе идет. Так что, мои хорошие, он еще попросит прощения. И мало того, что он будет просить прощения, он еще и будет пытаться искупить свою вину. Кому-то подарками, а кому-то хорошими, добрыми делами мужчина. Ну, у кого как отыграется, да, сколько у мужчины там средств и возможностей. Не исключено, что он и подарок может подарить, и, не знаю, там домашние дела все переделать, вам приятное сделать, да, такое тоже может быть. Так, о чем он еще боится поговорить? Он боится поговорить о вашем прошлом. Вот у кого-то из девочек был брак, либо были отношения. У кого-то из девочек был даже муж, который трагически покинул наш мир. Вот он вас ревнует к вашему прошлому. С одной стороны, он понимает, что это глупо, что это было в прошлом, ну что уж сейчас там, да, воду каламутить, тем более вот вспоминать. Но его какой-то вопрос очень сильно волнует. И он хотел бы напрямую, вот прям глядя вам в глаза, задать этот вопрос. Ну, скорее всего, я думаю, он будет спрашивать, любишь ли ты того человека до сих пор. Либо там, если вы просто там расстались с бывшим, там вы общаетесь или что, он будет спрашивать. Он дойдет до этого момента и будет у вас спрашивать. Так, ну ему просто надо успокоиться, девчонки. Боится вас потерять на самом деле, боится, что вы, ну, действительно уйдете к другому. Так, еще момент очень важный касается вашей семьи. Ну, только я не пойму, детей либо родителей. Ну, может быть, у кого-то детей, у кого-то родителей. Мужчине очень важно, хотелось бы, по крайней мере, да, влиться в вашу семью, чтобы его приняли за своего. Ему нравится ваша семья, но какая-то пропасть между людьми существует. Может быть, взгляды разные, может быть, ментальности разные. Вот. Нравится, как живет ваша семья, да, либо как думает, что делает ваша семья. Но то ли они его не принимают, то ли он стесняется к ним пойти. Он бы хотел просить вашей помощи, чтобы вы подсказали, либо чтобы вы помогли ему сблизиться с вашими детьми, либо с вашими родителями. Очень он в этом заинтересован. То есть, ну, если сродниться, так уже полностью, да, со всеми людьми хочется сродниться. Так, еще о чем боится поговорить? О будущем боится поговорить. Особенно для тех, кто только встречается. Он боится будущего, боится в плане финансов, что он не потянет. Очень боится. У него сейчас такие мысли разные летают. Вот что делать? Оставаться, уезжать? Вот смогу ли я здесь зарабатывать достаточно? Либо мне нужно куда-то уезжать, переезжать, на какие-то заработки ехать. Вот прям роится. Вообще ему очень хочется заниматься бизнесом. Но либо был у него бизнес и прогорел, либо у него, может быть, стартового капитала нет, либо он не знает, как начать, с чего начать. Вот. Он хотел бы тоже с вами поговорить, но боится, что вы будете смеяться над ним, и что вы подумаете, что он действительно дурачок какой-то. Если вы занимаетесь бизнесом, либо у вас есть какие-то знания, ну, заведите с ним разговор на эту тему, будьте инициатором, ему будет так легче. Вот он прям, знаете, увлечется, будет вам вопросы задавать. Ну, поймете, как ему помочь. Так, чтобы его, например, не обидеть и не ущемить его достоинство, да, в этом плане. Так, еще, девочки, вот у кого-то мужчина выпивает. Он не пьяница. Он не пьяница, но у него вот какая-то тяжелая психологическая травма.
Если мужчина в последнее время начал пить, вот что-то произошло, какой-то стресс очень сильный, он перестанет, он возьмет себя в руки, он успокоится. Если мужчина пьет на протяжении определенного периода, да, там несколько лет, либо всю жизнь, пока вы вместе, то у него действительно какая-то беда приключилась, вы об этом не знаете. И этот алкоголизм, его нужно лечить сначала через вытягивание этой проблемы. Здесь вам нужно идти к хорошему психологу, либо сначала попытаться, может быть, восковыми отливками вытащить с него этот испуг, либо эту травму, вот что с ним произошло. И потом уже там кодироваться, зашиваться и прочее, прочее. Я вижу, что он хотел бы бросить, но вот эта травма, она как открытая рана у него, понимаете, она всегда болит. И, ну, понимаем, да, что алкоголь, он все притупляет, поэтому он всегда к этой бутылке и тянется. Ну, либо если мужчина чем-то другим увлечен, то тоже, знаете, причина одна и та же. Просто средства разные. Там бутылка, а там какие-нибудь тяжелые вещества. Здесь помощь нужна. Он хотел бы попросить вашей помощи. Может быть, уже просил. Может быть, он вам обещал, что все там завяжу, не буду, там, не притронусь, не посмотрю. Но проходит там несколько дней, он опять возвращается. Здесь надо либо отливкой вытащить беду, либо хорошим психологом, чтобы его это отпустило, чтобы эта рана начала заживать, а потом уже на нее накладывать там лечение от алкоголизма, либо от наркомании. И все будет замечательно. Вообще этот мужчина очень боится говорить о своих чувствах. Он какой-то у вас косноязычный, и не умеет он быть романтичным. Либо боится, да, что будет смешно, что у него не получится. У него такая мечта, знаете, вот стать поэтом, писать для вас стихи, там, не знаю, сочинять для вас какие-нибудь там серенады, баллады. Чтобы дал ему Боженька такую возможность рассказать о своих чувствах. И чтобы это не было смешно, а чтобы это было действительно поэтично. Он вас любит. Любит, да, непростой, и отношения непростые, но тем не менее любит. А то, что об этом не говорит, такой вот он у вас, такой молчун. Но, тем не менее, очень нуждается в вас. Кстати, вот это главный, наверное, такой посыл. Вот я нуждаюсь в тебе, в твоей помощи, в твоей поддержке, в твоей подсказке, в твоей любви, в твоей нежности. И там можно перечислять до бесконечности. Проблема в том, что он боится об этом сказать. Такой вот он у вас немножечко испуганный. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.